Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Спасают других, спастись бы самим. Начал нас оскорблять всячески. В Альметьевске напали на экипаж скорой помощи, что становится причиной прямой угрозы жизни медика, выяснял Рамиль Шайдуллин. Время разбирать камни. Почему комбинат здоровья в центре города пошел под снос? Альбина Сагараева. Самопознание на грани мистики. Течение связанное, так скажем, как определенный политический конструкт, который мы можем встретить у скинхедов. Неоязычество довело до скамьи подсудимых жительницу Набережных Челнов. Подробности у Альбины Минибаевой. Выбор сделан, результат оглашен. Выборы состоялись. Как в Татарстане оценивают итоги дополнительных муниципальных выборов, узнал Дмитрий Аренин. Татарстан и Алтайский край может связать прямое авиасообщение. Рейсы готовы субсидировать из региональных бюджетов. Такое пожелание предложений высказал Рустам Минниханов во время визита в Сибирский регион. Сюда делегация республики отправилась налаживать долгосрочное сотрудничество. Подробности визита у Лины Зинатуллиной. Скоро такие визиты и самолетов посадки могут обойтись без пересадок. В следующем году Казань и Барнаул может связать прямое авиасообщение. С таким предложением в Алтайском крае выступил Рустам Минниханов. На первых порах рейсы готовы субсидировать из бюджетов двух регионов. Так полезных путешествий должно стать больше, и они будут быстрее. Для наших жителей приехать сюда, прекрасные ваши санатории, прекрасные туристические возможности. Татарстан тоже много историко-культурных, интересных объектов. Если мы постараемся, мы сделаем так, чтобы эту тему ускорить, то тогда даже будет возможность нашим землякам посетить игры чемпионата мира в Казани. А пока Рустам Минниханов посетил новый туристический комплекс края. Современная площадка Белокуриха-2 дополнит популярный курорт Белокуриха, построенный еще в 70-е. Но не только туризм. Бизнес также должен стать прочной связующей нитью. Сейчас товарооборот между Татарстаном и Алтайским краем чуть более 2 миллиардов рублей. Узы сотрудничества планируют укрепить с помощью торговли лекарствами, продуктами нефтехимии и машиностроения. У нас с Республикой Татарстан сложились очень неплохие взаимодействия в составе Ассоциации инновационных регионов Сибири, где Татарстан является отцом-основателем, а мы активным участником этой ассоциации. Для нас это очень полезное взаимодействие. За инновациями не забывают и национальные связи. В соборной мечети Барнаула Рустам Минниханов встретился с местными татарами. Президент напомнил, связь с родиной всегда готовы поддержать через образовательные программы, татарские соцсети и телеканал ТНВ «Планета». За сохранение национальных ценностей, государственные награды и ключи от нового микроавтобуса. Микроавтобус производства Татарстана в Елабуге. От татарстанских мастеров и памятный знак «Алтай. Сердце Евразии», который сегодня посетил президент уже в республике Алтай. Рустам Минниханов отметил природную и историческую уникальность региона, а глава республики Алтай Александр Берников – вклад Татарстана в межнациональное согласие. Общих проектов уже немало, но план стать еще ближе. Как символ у памятного знака сегодня посадили молодые кедры. Лина Зинатуллина, Дмитрий Аренин, Марат Хусайнов, ТНВ, Алтайский край, Республика Алтай. Еще одно нападение, еще одно ДТП и снова пострадавшие. Врачи скорой. За 3 дня в Татарстане 3 ЧП. Сегодня в Казани в машину скорой помощи на полном ходу въехал автобус. 2 фельдшера с тяжелыми травмами госпитализированы в РКБ. А в Альметьевске экипажу разбили все окна. Как часто медики, приходя на помощь, сами нуждаются в ней, выяснял Рамиль Шайдуллин. Выехали спасать жизнь, но после сами залечивают раны. Скорая Альметьевска пострадала от буйного сына пациента. Приехав на вызов по улице Шевченко, бригада чуть ли не была избита. Вмешалась полиция, но машину не спасло и это. Разбиты окна, поцарапан кузов, скорая подсчитывает убытки. Все стоит дорого. Вот сейчас не знаю, получится ли нет. Это же не отечественная машина. Пока полиция Альметьевска воздерживается от комментариев, идет расследование. Сколько и когда получит буйный мужчина, прояснится позже. За нападение на скорую в Татарстане следуют реальные уголовные сроки. Например, в марте в Челнах фельдшер, спасая ребенка, получила ножевое ранение. 6 следующих лет нападавшая проведет в колонии.
А здесь, спасая, экипаж скорой оказался в реанимации. Весной в столице ДТП довело до комы фельдшера. На все из-за водителя, не пропустившего карету скорой помощи. Спустя полгода повторилась почти та же история. Сегодня на этом участке снова авария со скорой. Пострадали 2 медиков. Рамиль Шайдуллин, Александр Севастьянова, Фуат Гасин, Булат Шафигуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Альметьевск, Нижнекамск, Челны, Казань. Свиной гонконговский Мичиган. За выходные в Челнах выросло число обращений в медучреждения города с диагнозом ОРВИ. В этом году в республике ждут 3 вида гриппа, и, по словам медиков, самый опасный из них – это вирус Мичиган. Иммунитет к нему еще не сформирован. Чтобы обезопасить себя, врачи настоятельно рекомендуют сделать прививки, можно подавать и групповые заявки. Казанцы лишились здоровья. Здание комбината здоровья начали сносить. Уже известно, что комплекс полностью сравняет с землей, и на его месте появится новый. Возвели его еще в конце 70-х годов, и тогда он логично вписывался в архитектурный ансамбль центра города, чего не скажешь сегодня. Альбина Салгараева узнала, что последует за сносом. Тяжелая техника у комбината здоровья появилась 3 дня назад. Пока разбирают одно из зданий. Всего их 4, комплекс снесут полностью. Мнения казанцев по поводу утраты комбината разделились. Жалко. Функциональность потерял, никакой потери нет. Видимо, уже морально устарело. Здание не знаешь, ни разу не был там. Здание официально объектом архитектурного наследия не является, но за 40 лет стало брендом этой части города. Здесь конечная автобусная остановка, поблизости много точек общественного питания и торговли. Комбинат здоровья, возведенный в конце 70-х годов, был построен как городская баня, оздоровительный центр с бассейном. Тогда его архитектурный облик полностью вписывался в советский антураж улицы и центра города. Тогда в городе было много квартир без водопровода, и большинство горожан приходили сюда мыться. Проект здания был очень инновационным и уникальным для города. Геннадий Петрухин тогда работал в управлении строительства горисполкома. Помнит день открытия, помнит, как учили казанцев культуре посещения бассейна. У нас народ еще к этому времени не подготовился. Приходит там, надо же, в душе, а приходит, раздеваясь, и сразу в бассейн. А там ребятки маленькие, там же хлор запускали. Оттуда выходит, глаза красные. Свою работу комбинат прекратил 30 июня. Съехали все предприниматели. Как нам пояснил Камиль Исхаков, он является председателем совета директоров комбыт-сервиса, к которому относится комбинат. Главная причина сноса – обветшалость здания и его нефункциональность. На самом деле все пришло в такое состояние, что заключение есть проектировщиков, о том, что это подлежит сносу. Будет установлено то, что там функционально было, но дополнительно намного больше, со всеми услугами для казанцев на хорошем уровне, то есть уже на намного лучшем уровне. Известно, что работы по строительству начнутся скоро. В планах здесь возвести высотное здание с подземной парковкой. Оно будет перекликаться с архитектурой местности. Альбина Салгараева, Рамзиль Гарипов, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Набережно-Челнинский суд признал незаконным миссионером местную жительницу. Наталья Кузнецова возглавляла неоязыческое религиозное течение «Родосвет». Сейчас организация имеет более 1500 адептов по всей стране. Ее признали виновной за использование и демонстрацию нацистской атрибутики и оштрафовали. Установлено, что она вербовала сторонников из числа молодежи республики, а сборы проходили на капище в парке Челнов. Подробнее об этом смотрите в 21:30. 14 сентября в Казани соберутся лучшие юристы, топ-менеджеры и представители органов госвласти со всего мира в рамках Международного юридического форума «Казан Легал 2017». Пройдут сессии, круглые столы и брифинги, где участники обменяются новостями в сфере экономики и обсудят перспективы инвестиционного сотрудничества. В форуме примут участие более 1000 делегатов с 35 стран и регионов России. Продлится встреча до 16 сентября. Очень важно собирать контекстных юристов. Именно они дают рекомендации об открытии новых производств для наших инвесторов. Мы планируем там подписание соглашений, мы планируем и все-таки расширение контактной базы, партнерских сетей наших юристов татарстанских, местных. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Новоселье новостей. Можно сказать, что мы мыслим без преград, теперь в буквальном смысле. Где теперь бьет пульс республиканских событий? О новом рабочем пространстве новостей Татарстана расскажет Рамиль Шайдуллин. Одна фамилия, один выходной. В общем, было супер. С большой семьей Зинатуллиных отдохнула Лина Зинатуллина.
Наш опыт применят в Африке. Сегодня с рабочим визитом Конституционный суд Татарстана посетила делегация из Республики Конго. Главная цель встречи – обмен опытом. Представители африканской делегации рассказали, что Конституционный суд на их родине образовался лишь в 2013 году. В их планы входит плотное сотрудничество с одним из самых прогрессивных регионов России. Действительно, очень приятно, что они выбрали и наш регион, и ознакомились с деятельностью нашего суда. И это очень почетно, потому что, как я уже сказал, в первый раз мы принимаем визит столь высокой делегации. Спасибо за теплый прием. Хочется сказать, что мы выбрали Татарстан не случайно. Это один из самых прогрессивных регионов России. Конституционный суд Татарстана имеет большой опыт работы и богатую историю. Нам есть чему учиться. Уверен, сотрудничество будет плодотворным. 3/4 депутатских мест получила «Единая Россия». Обращение в ЦИК под сомнение результаты выборов не поставили, грубых нарушений общественного порядка не допущено. Сегодня в Татарстане подводят итоги дополнительных муниципальных выборов. Ряды местных депутатов пополнили 150 человек. Как итоги результатов оценивают участники избирательной гонки и что о своем будущем говорит председатель Татарстанского центра избиркома, узнал Дмитрий Аринин. Выборы состоялись. Это главный итог воскресного волеизъявления. Голосование прошло в 38 районах. Дополнительно к избранной 2 года назад основной 8000-й массе местных депутатов татарстанцы делегировали еще 150. Политические предпочтения остались прежними. 3/4 мандатов получили представители «Единой России». Мы удовлетворены той избирательной кампании, которую провела партия «Единая Россия». С разной степенью удовлетворения оценивают результаты выборов политические оппоненты единороссов. У нас прошло 4 депутата. Естественно, мы рассчитывали на большее количество. Возможно, где-то у нас сработал аппарат, где-то кандидаты мало постарались. Мы получили 3 мандата. Для многих кандидатов это были первые выборы такие. Для них этот результат был очень полезен. Но для нас, конечно же, хотелось бы, чтобы кандидаты добились победы, но есть над чем работать. В КПРФ свое недовольство выразили обращением в ЦИК. Головная боль всему – хлебная продукция в Нижнекамске. Компания кандидата, в данном случае директора хлебокомбината, она фактически можно сказать, рядом с избирательным участком, в той же школе, где находились избирательные участки, осуществляла распространение продукции хлебокомбината. И мы даже до сих пор не можем понять, было это за деньги или нет, потому что ни кассового аппарата, ничего не было. Как говорят в Центр избиркоме республики, всего к ним поступило 10 обращений, но ни одно из них не поставило под сомнение итоги голосования. На все обращения своевременно были даны ответы, они проверялись, писали, что какой-то кандидат там осуществляет подкуп избирателей. Обращение не оправдалось. Самого же экзама Губайдуллина тоже избрали местным депутатом в Тетюшском районе, что означает возможную смену работы. Пока я сегодня работаю председателем Центральной избирательной комиссии, дальше время покажет. Добавим, что за муниципальными выборами следили 1500 наблюдателей, а порядок обеспечивали несколько сотен полицейских. Грубых нарушений общественного порядка не допущено. Уже в ноябре в Татарстане пройдут еще одни дополнительные муниципальные выборы. Предстоит определить обладателей порядка 15 депутатских мандатов. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Прокуратура Татарстана извинилась перед Ильдаром Курмановым, осужденным по громкому делу с Леруа Мерлен. В письме за подписью исполняющего обязанности прокурора республики Сергея Старостина говорится: «От имени государства приношу официальные извинения за причиненный вред в связи с привлечением к уголовной ответственности по ряду статей. Также документ гласит: вы вправе в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда, восстановлении трудовых и иных прав в суд, постановивший приговор, а также предъявить иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении в порядке гражданского судопроизводства». Новости по-новому. Важнейшие события республики сейчас собираются в новом месте. На нашем канале теперь абсолютно новый ньюсрум. Его концепция и аппаратура требования времени, идущего в ногу с темпом новостников. Динамично, актуально, злободневно и оперативно. Рамиль Шайдуллин о новом в новостях.
человек в кабинете, не считая Барсика. По традиции новоселье начинается с кота. Теперь у новостей один большой ньюсрум, и татарские и русские редакции продолжают говорить об одном – о жизни всей республики, но теперь в новых стенах и с новым оборудованием. В целом канал переходит на HD-вещание. Здесь поставлена новая техника, у каждого журналиста свой монтажный стол. И в целом это позволит улучшить качество нашей картинки. И, следовательно, наши телезрители смогут еще больше любить наш канал ТНВ. На разработку проекта нового ньюсрума ушло 3 месяца, а дальше стройка, когда день за днем в новости приходило одно свободное пространство в стиле лофт. Оно объединило и японский минимализм, и скандинавский демократизм. На самом деле нужно было максимально, чтобы было комфортно и современно, потому что где определяет сознание. Вот эти рабочие места, все, что осталось от прежнего кабинета, еще летом татарская и русская редакция творили здесь, но сейчас об этом и не вспомнить. Почему же? Вспомнить? Еще недавно новости работали так, плечом к плечу и друг напротив друга, в тесноте, но не в обиде. Теперь все по-другому. Не зря же говорят, что форма определяет содержание. И я надеюсь, что вот эти формы, они очень стильные, они очень концептуальные, они отразятся и на нашем содержании. Можно сказать, что мы мыслим без преград, теперь в буквальном смысле. Все прям на ладони, можно сказать. И тем самым ты экономишь время, когда это накапливается, за неделю это может быть уже 20 минут. Журналисты – люди творческой профессии, и творить лучше всего в комфортных условиях. Новый ньюсрум позволит корреспондентам совместить работу и домашний уют. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Миниатюра Сюембике для кинотворцов. Сегодня в Казани вручили заветные статуэтки лауреатам Международного фестиваля мусульманского кино. С нами на прямой связи закрытие фестиваля наш корреспондент Александра Севастьянова. Саша, здравствуй. Скажи, кто отличился в этом году? Анонсировали, что 2017 стал прорывным для Татарстана. Добрый вечер, Алексей. Фестиваль в самом разгаре. И сразу хочется отметить, что в этом году ввели сразу несколько новых номинаций. К примеру, это «Россия молодая» и «Национальный кинематограф». По традиции хорошо себя показали Иран, Турция, Египет. И в этом году самыми популярными темами стали отношения России и Украины, история сирийских беженцев и вопрос миграции в целом. Сегодня на закрытии фестиваля председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаммедшин, он поздравил всех гостей праздника с закрытием фестиваля и благодарил за участие. Безусловно, появилась традиция, которая вносит весомый вклад в укрепление культурных связей с исламским миром. И это событие не только Татарстана, а всей Российской Федерации, в целом страны. Этот год называют для Татарстана прорывным не просто так. На принципиально новый уровень вышли работы, короткометражные фильмы наших татарстанских режиссеров. В их числе Ильшат Рахимбай. Он впервые вошел в конкурсную программу как режиссер, как создатель фильма со своей картиной. И уже известны имена нескольких победителей. К примеру, в новой номинации жюри пресса победила российская картина «Форсаж», картина нашего режиссера. И главная интрига вечера пока не раскрыта. Я думаю, что самые интересные факты мы дадим уже в нашем более позднем вечере. А пока, Леша, я передаю тебе слово. Спасибо, Александра. Это было включение с закрытия фестиваля мусульманского кино, а мы продолжим. Когда-то благодаря телевизионной программе в их семье произошло пополнение, а теперь они сами попали на телевидение. Мы продолжаем наш проект в объективе ТНВ «Большая семья». На этот раз это Зинатуллина из Арского района. Супругам так хотелось поделиться своим счастьем, что кроме 3 своих сыновей они взяли в семью еще 4 приемных малыша. Одного из них, маленького Эдуарда, пара увидела в телесюжете и тут же решила усыновить. В большое путешествие с большой семьей однофамильцев отправилась Лина Зинатуллина. В холодную погоду теплый прием. Нас встречает семья Зинатуллиных, где 7 детей. 3 своих, 4 приемных, но все родные. Попробую и я на день влиться в большую семью. Мы начинаем выходной с ТНВ. Культ-поход по Казани в полном составе их ждет впервые. Силы сегодня понадобятся. Благо Зинатуллина – настоящая спортивная семья. Камиля – гимнастка, Ильфар – баскетболист, а Индира обожает плавание.
Путешествия Зиннатуллиных провожали любимые кот и собака. Кажется, животных они обожают, прямо как я. Значит, первым делом зоопарк. Какие лапы, да, у него? Ух ты! Какой красивый! Ну вот бы сейчас на горках прокатиться. Они мечтают, мы исполняем. Горки, волны, брызги, чем не курорт. Даже тучи отступили. Мне очень сильно понравилось. Очень веселый был он. Очень хороший. Мне понравилось на колесе обозрения, купаться понравилось. Плавать как рыба, нырять. Ну, в общем, было супер. Большой семье и ужин внушительный. И разделить здесь можно не только вкусную еду, но и вкусные впечатления. Все классно. Дети очень хорошо повеселились. Везде, где были, везде было очень им интересно. Огромную благодарность телеканалу ТНВ за предоставленную поездку. Дети довольны, счастливые, и нам хорошо. И куда же без подарков? Новый телефон Зиннатуллиным пригодится, когда столько родных, всегда есть кому позвонить. Вот и пришла пора попрощаться с семьей, от счастья которой тепло в любой холод. С семьей, в которой на денек нашлось место для еще одной Зиннатуллиной. И за один день можно стать родными, если этот день выходной с ТНВ. Спасибо. Лина Зиннатуллина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На связи с родными в любом месте федеральный мобильный оператор Теле2 – бессменный спутник семейного отдыха с ТНВ. Пока у нас на этом все. Далее о спорте, о погоде. И до встречи на ТНВ в 21:30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Волга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 200 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. За один сеанс. 292 66 77. С 13 по 19 сентября в Уфе пройдут долгожданные гастроли татарского театра Галяскара Камала. Легендарный театр из Казани привезет 10 лучших спектаклей. Билеты в кассах театров Гафури и Русского драматического для зрителей старше 12 лет. Мы знаем нашу страну, а не адаптируемся к ней. Поэтому все необходимое уже в базовой комплектации. «Лада Веста». Новое поколение «Лада». «Лада» с выгодой 10%. Автоцентр «Парус». В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Двое мужчин в доме, а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре Марка. Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 пятерки 3 семерки.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. Экзамен с новичком пройден. Волейболисты казанского «Зенита» с победой стартовали в Суперлиге страны. Под чемпионский натиск попал дебютант премьер-лиги клуб «Ярославич». Соперник в прошлом сезоне выступал в высшей лиге А, где выиграл 30 матчей и завоевал путевку в элитный российский волейбольный дивизион. Но в целом класс игроков «Ярославича» и «Зенита» заметно отличается. Итоговый счет 3-0 в пользу Казани. Теперь наши волейболисты полетят в Уфу, где 16 сентября запланирован матч против местного клуба «Урал». Такое двоякое впечатление. Корифеи волейбола. Они здесь, и нельзя списывать со счетов в том плане, что вот они вышли и сделали. Такие, как Михайлов, по праву MVP и лучшие, сильнейшие в Европе. Татарстанец Николай Теплый стал чемпионом мира в соревновании смешанных команд на круглом стенде. Наш стрелок выступал в паре с Надеждой Коноваловой. В отборе россияне поразили 97 мишеней. В полуфинале 29 выиграли перестрелку за путевку в золотой матч у одного из главных фаворитов турнира – сборной Италии. А в финале за первое место выиграли команду США 30-27. Чемпионат мира на стрельбище Лисинара в Подмосковье сложился весьма успешно для татарстанских стрелков. По итогам турнира в нашем активе 1 золотая, 3 серебряные, 2 бронзовые награды. Тем временем продолжается спортивный праздник в Альметьевске. В Нефтеграде стартовал сезон высшей хоккейной лиги России. Соперником татарстанцев в матче открытия стал хоккейный клуб «Саров». Игра началась с результативных атак гостей, которые повели со счетом 2-0. В дальнейшем, проявив волю к победе, альметьевцам удалось склонить чашу весов в свою пользу 4-3. Решающую шайбу в овертайме забросил Андрей Демидов. Напомним, альметьевский нефтяник дважды становился призером чемпионата ВХЛ. В нынешнем сезоне примут участие 27 команд. Среди них впервые представители дальнего зарубежья, 2 хоккейные дружины из Китая. С этого года также сильнейшей команде лиги будет вручен новый кубок. Трофей имени прославленного нападающего в истории советского хоккея Владимира Петрова. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – санаторий «Осы». С 1 сентября 2017 года санаторий «Осы» Республика Башкортостан объявляет акцию «Осенний ценопад». Цены падают вместе с листьями. Цены на путевки снижены на 20%. Все подробности по телефону 8 906 100 ровно 30 50. С 1 сентября санаторий «Осы» снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике будет пасмурно и дождливо, но победе лето не за горами. По данным Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ожидается пасмурная погода, пройдет дождь, местами сильный. Температура воздуха ночью составит до 7 градусов тепла, днем же до плюс 17 градусов. На северо-востоке пасмурно, ожидаются ливневые дожди, ночью плюс 7, днем до 18 градусов тепла. На севере республики облачно, дождь, ночью плюс 6, днем же плюс 18 градусов. На северо-западе республики пасмурно, пройдет дождь. Ночью плюс 8, днем температура воздуха составит плюс 19 градусов. На юго-западе республики тоже ожидается пасмурная, но теплая погода. Ночью возможен дождь, температура воздуха составит плюс 12 градусов, днем преимущественно без осадков и плюс 22. В центральном районе республики облачно, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, днем же плюс 18. В последующие сутки в республику вернется лето, будет тепло и сухо. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка и установка бесплатно. Только в сентябре назовите пароль «ДН Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. «Данил Мастер», настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167 166. Спонсор прогноза погоды – кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» предлагает оформить сбережения на сумму от 150 тысяч рублей и получить сертификат на отдых в санатории. Подробности по телефону 239 17 36. Спонсор выпуска – кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Адрес в Казани, улица Чистопольская, дом 55. В предстоящие сутки в Казани ожидается пасмурная погода, пройдет дождь.
Температура воздуха ночью составит до 10 градусов тепла, днем же до 20 градусов выше 0. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. Клиника АВА Казань объявляет месяц здоровья. Весь сентябрь прием терапевта плюс общий анализ крови, мочи и биохимический скрининг всего за 1990 рублей. Спешите, запись ограничена. Телефон в Казани 200 ровно 1065.